Аллаху, Господу миров. Всемилостив и милосерден Он один, дня судного один Он властелин. Лишь пред Тобой колени преклоняем, и лишь к Тебе о помощи взываем. Направь прямой стезей нас. В любой религии есть своя мистика, мистические подходы. Есть они и в исламе. Это называется суфизм. Суфизм – это мистическое направление в исламе. Ну, во-первых, надо сказать, а что, собственно, это означает? Откуда пошло это слово? Есть несколько толкований. Ну, во-первых, это от арабского глагола «чистота». Сафава. Второй вариант, второе толкование – это от ахля софа, то есть от людей скамьи. Имеется в виду те самые мудрецы, которые сидят на скамье, которые философствуют, которые рассуждают о смысле жизни. Есть и третья версия. Суфизм от слова «суф» – шерсть, потому что последователи суфизма одевались в белые шерстяные одежды. Когда же и где появились первые суфии, основоположники особого течения, именуемого суфизмом? Истоки нужно искать на Арабском Востоке, видимо, в VII веке прошлого тысячелетия. Собственно говоря, своим возникновением суфизм обязан исламу, который, как вы знаете, появился именно в VII веке нашей эры. Суфизм изначально это даже не исламский термин, потому что в начале ислама, на его заре, когда правил пророк Мухаммад, мир ему, создав исламское государство сперва в Медине и расширив его на пределы Аравийского полуострова, а затем, когда правили праведные халифы, которые унаследовали это по выборам мусульман, этого понятия не было. Ну, потом, почему и мы называем праведные халифы, то есть это те люди, 4 халифа, которые правили в соответствии с Кораном и сунной пророка Мухаммада, мир ему, и не отходили ни на йоту от этих установок Бога. Но затем, уже после них, начался постепенный отход, может быть, не столько отход от ислама, но отход от той идеи, которую принес пророк Мухаммад, мир ему. То есть от идеи единства государства, народа и религии, которая содержала в себе весь вот этот потенциал. То есть народ и правительство, и государство это было единым целым. Но, к сожалению, люди подвержены разного рода наклонностям. И пришло то время, когда мусульманские правители начали отходить от образа жизни пророка Мухаммада, мир ему, и его праведных халифов. Они стали возвышаться в какой-то степени над людьми, они окружили себя роскошью, богатством. И вот в этот период истории развития ислама, развития его государства как халифата, начал возникать суфизм, как течение, которое ставило именно своей целью обращение уже не к тем правителям, которые в какой-то мере дискредитировали идею, которую принес пророк Мухаммад, мир ему, а именно они как бы замкнулись в себе наедине с Богом, и стали они организовывать братство, то есть как бы закрытые общины, секты, как монашеские братства, которые посвящали себя полностью служению только Богу. Суфизм – это форма познания Аллаха. Ученый-богослов может писать сочинение по тафсиру, может писать сочинение по обрядности, но суфий, он во всех своих изысканиях и мыслях всегда стремится найти тот лик Всевышнего, который будет дарован, иншаллах, как говорим мы, если пожелает Аллах, в раю каждому праведному мусульманину. Но человек, будущий всегда стремящимся к добру сегодня, он хочет уже в жизни земной приобщиться. И опять-таки тут стремление к святости, к тому, чтобы оторваться от земной бытия, от такой земных страстей, земных вот этих повседневных забот. И суфизм отличается, скажем, отличает тех, кто
полностью отдался людей именно тем, что они предаются в какой-то степени аскетизму. То есть это те люди, которые пытаются познать Бога, которые пытаются соединиться с Богом, которые пытаются постигнуть Бога. Но естественно, что поначалу к этому стремятся философы, отшельники. Это так, как было во всех религиях, и в этом отношении тут, я бы сказал, ничего особенного нет. Потом постепенно вот к этой вот духовной элите, вот к этим специфическим личностям, которые стремятся к непосредственному общению, присоединяются какая-то часть жителей городов, какие-то ремесленники, купцы и так далее, и возникает определенный слой в мусульманском обществе, который духовно, если можно так выразиться, принадлежит к суфизму. Появляются собственные суфийские, ну, скажем, пророки, хотя это может быть не совсем точное слово в данном случае. Появляются суфийские мусульманские святые. Это, кстати говоря, очень тоже любопытная проблема, которая связана с суфизмом. А можно ли вообще говорить о том, что в исламе есть такое понятие, понятие святой? Ну, в принципе-то оно, конечно, противоречит ортодоксальному исламу. Но, тем не менее, те суфии, которые, продвигаясь по пути постижения Бога, так сказать, поднимались все выше и выше по лестнице вот этой вот нравственности, вот по этой самой высокой шкале, они действительно начинали восприниматься в обществе как святые. И более того, когда они умирали, то их могилы служили объектами поклонения. Это характерно, в общем, почти для всего мусульманского мира, но наиболее, пожалуй, заметно это в Северной Африке и, кстати говоря, в нашей Средней Азии. Вы смотрите программу «1001 день». В России суфизм был и на территории европейской части. У нас были определенные ордена. Например, известен очень крупный шейх, который жил в городе Троицке в Челябинской области. Этого шейха звали Ишан Зайнулла Расули. У него было очень-очень много мюридов, и он является отцом бывшего муфтия Абдуррахмана Расули, который в свое время возглавлял духовное управление мусульман внутренней России. У него было десятки тысяч своих учеников, мюридов. Чем они занимались? Они занимались нормальной трудовой деятельностью. Они занимались обучением детей. Они давали образование. Они тем самым распространяли истинное знание об исламе, истинные знания о сунне святого пророка Мухаммада, да будет с ним мир и милость Всевышнего. Но после XIX века суфизм на территории России, можно сказать, почти свелся на нет. И сегодня, когда уже заканчивается XX век, мы можем сказать, что в России, на территории Сибири, Поволжья, Приуралья и в европейской части почти суфизм не сохранился. Суфизм сохранился на Северном Кавказе. И там нашло распространение два тариката суфизма. Это Кадирия и Накшбандия. Но хочу сказать, и среди татар, и среди башкир на территории Поволжья и Приуралья до сих пор сохранены уважение и почтение суфийским шейхам. Я думаю, что нет ничего более прекрасного, чтобы вот дать вам сейчас очень емкие и очень конкретные и очень понятные слова величайшего суфи в мире, который нам раскрыл все существо суфизма в одном единственном предложении, которое я не смогу вам не прочитать, настолько оно прелестно. И звучит оно следующим образом. Суфизм – это снятие покрывала. Это созерцание наблюдающего, приход понимания, наблюдение отсутствующего, беседа с тайной. Это первая стадия избранности, это доказательство правдивого уверования в отсутствующее.
Когда они вкусили его, и в их сердцах распространился свет его, и у них исчезло всякое сомнение. В Коране Всевышний восхваляет людей, которые испытывают это чувство экстаза. Ибо истинный экстаз – это то, что происходит от изобилия любви к Всевышнему Аллаху. Это праведности желания, тоски по встрече с Аллахом. Вот что такое суфизм. То есть вот в этом одном единственном предложении весь корень и все существо этого замечательного учения. Сегодня, наверное, мы тоже можем говорить о возрождении суфийской традиции среди российских мусульман. Это может быть связано с каким-то внешним воздействием. То, что приезжают наши братья из-за рубежа, и они делятся с нами своими этими глубокими мыслями пути к Аллаху. Естественно, сегодня в нашей современной жизни для нас, мусульманских священнослужителей, стоит прежде всего задача поднятия всех до уровня веры, возрождения духовности. Но те, кто пришли в эту веру, они уже начинают искать свою нишу. И зачастую вот этой нишей как раз и является какая-то форма суфизма, выраженная в том, что люди во всех своих делах, во всех своих мыслях стремятся посвятить свою жизнь служению Всевышнему Аллаху, а это, наверное, и есть вот тот суфизм в современной форме, который, опять-таки, не отрезает человека от его ежедневного труда, от его насущных забот, но душа его находится в постоянном стремлении к познанию Аллаха.